Высокая температура, слабость и насморк. Сначала лечились от ОРВИ, а когда состояние стало критическим, вызвали скорую. ПЦР-тест оказался положительным. То же самое случилось и с 80-летним Джамали Ахкильговым. В РКБ он поступил неделю назад. Общее состояние такое было неважное. Вот. И положили меня в больницу мои родственники. А сейчас что вас беспокоит? Лучше сейчас, становится? Честно говоря, намного лучше. Намного лучше, да? Да. Общее состояние лучше. Лучше. Медучреждение полностью обеспечено всеми необходимыми лекарственными препаратами. Оксиген тоже в достатке. Сейчас в инфекционном отделении 9 зараженных. Практически у всех пациентов ковид протекает без осложнений. Температура не сбивалась никак. И вскоре А сейчас как себя чувствуете? сейчас хорошо. С наступлением холодов особенно важно носить маски и вакцинироваться спутником ВИ. К слову, препарат российского производства стал самым экспортируемым за всю историю страны. Так, по словам специалистов, прививка доказала свою безопасность и эффективность. Кроме того, врачи рекомендуют вакцинироваться и от ковида, и гриппа в один день, чтобы организму было легче восстановиться. Введение вакцины дает возможность подготовить организм к встрече с вирусом, и также снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений после вирусной атаки. Ковид пока еще никуда не ушел, хоть и по данным Оперштаба за последние сутки в России с начала августа выявлен минимальный прирост заболевших коронавирусной инфекцией. Отмечается стойкое снижение уровня заболеваемости в республике, да и в стране в целом. Снизилось число летальных случаев, количество госпитализаций с коронавирусом. Новый подвид штамма омикрон протекает в более благоприятной форме и имеет высокую контагиозность. Тем не менее, предупреждают врачи, пожилым и людям с хроническими заболеваниями стоит опасаться. В более тяжелых случаях ковид может вызвать пневмонию, почечную недостаточность, острый респираторный синдром. Стоит опасаться отсроченных осложнений ковида в виде тромбозов. Поэтому мы рекомендуем при выписке своим пациентам обязательно контролировать свертывающую систему, то есть сдавать анализы на ПТИ, АЧТВ, дезимер, принимать антикоагулянты по времени и все-таки контролировать анализы, смотреть. Обязательно приходить на амбулаторный прием в поликлинику, чтобы контролировать данные показатели. При таких симптомах, как кашель, повышение температуры и першение в горле, врачи настоятельно рекомендуют, не теряя ни минуты, обращаться за профессиональной помощью и не заниматься самолечением, так как течение болезни может обостриться. Хава Газикова, Мухаммад Шоухалов. Новости 24.